Врачи хирургического отделения Интинской центральной городской больницы осваивают возможности нового оборудования. Еще в январе медучреждение получило современные диагностические аппараты, при помощи которых можно выявить патологии верхних отделов желудочно-кишечного тракта и бронхолегочной системы. Обновление стало возможным благодаря нацпроекту здравоохранения. Надо отметить, что в приполярном городе модернизация идет активно. Только в прошлом году местная больница получила современное медицинское оборудование и новый транспорт на сумму почти 100 миллионов рублей. Елена Кононова передает из Приполярья. Современная видеосистема, жидкокристаллический монитор с плоским экраном, высокая разрешающая способность с точным воспроизведением цветовых оттенков. С видеоэндоскопом работа стала комфортней и удобней, говорит врач-эндоскопист Сергей Чекунов. При помощи этого современного аппарата доктор может рассмотреть и капилляры, и структуру слизистой желудочно-кишечного тракта, а также выявить воспаление и раковую опухоль. И что особенно важно, на ранних стадиях. На данном оборудовании обследуются, скажем так, больные с любой патологией желудочных верхних отделов желудочно-кишечного тракта. То есть это и новообразование, и воспалительные этиологии, и народные тела, кровотечения, которые у нас достаточно часто бывают в городе. То есть все, что необходимо обследовать, смотрим на этом оборудовании. В данном случае это висит видеогастроскоп. То есть это для осмотра верхних отделов желудочно-кишечного тракта. То есть пищевод, желудок, 12-перстная кишка. Хирургическое отделение Интинской больницы оборудование обновило еще в январе. Кроме видеоэндоскопии, в медучреждение поступили колоноскоп для исследования кишечника, а также бронхоскоп. Этот аппарат нужен в первую очередь для тех пациентов, которые страдают хроническими заболеваниями легких, например, пневмонией или бронхитом. Сейчас, к сожалению, в период пандемии у нас плановая помощь приостановлена. Но как только она будет возобновлена, хронические больные могут обратиться к своим участковым терапевтам и получить направление на плановое диспансерное обследование своих заболеваний. Оборудование действительно очень хорошее. Медики напоминают, обследование необходимо проходить регулярно. Только так можно выявить вовремя опасный недуг и вылечить его. У врача-эндоскописта Сергея Чекунова опыт немалый. За плечами 20 лет работает в центральной больнице. Говорит, в Инте по онкологии статистика печальная. Рак желудочно-кишечного тракта и бронхолегочной системы ежегодно выявляется у полусотни пациентов. Онкология выявляется тогда, когда люди приходят планомерно, каждый год обследуются. Вот тогда есть вероятность выявить на ранних стадиях что-то. А тогда, когда уже онкология начинает болеть, как правило, это бывает уже поздно. Стоимость новых аппаратов почти 6 миллионов рублей. Кроме диагностического оборудования, Интинская больница за 1,5 миллиона приобрела еще и специальную моечную машину для промывания, очищения и дезинфицирования эндоскопических устройств в автоматическом режиме. До недавнего времени медики все приборы мыли вручную. Елена Кононова, Татьяна Манова, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, Инта.